Спасибо на хлеб не намажешь. Или, может, как-нибудь решим этот вопрос по-другому, договоримся. Именно с этих фраз, как правило, начинается очередная коррупция. В зале участники конференции, которые приехали из разных регионов Северокавказского федерального округа и городов Центральной России. Все они уверены, самое главное решение коррупции – это профилактика. А профилактика заключается в том, чтобы растить честное поколение. Коррупция начинается там, где дают взятку, и там, где ее берут. Даже безобидный подарок с целью получить более быстрый ответ на свой вопрос или услугу может стать причиной для уголовной ответственности. Участники конференции рассматривают актуальные вопросы реализации государственной политики в области противодействия коррупции и проблемах реализации норм закона. Серьезный вопрос. Уверен, что конференция пройдет на высоком организационном уровне. Желаю вам плодотворной работы. Уверен, что обмен мнением, который у нас пройдет в рамках данной конференции и форума, который начнется завтра, мы достигнем тех азов, которые будем руководствоваться в дальнейшей нашей работе. Желаю вам удачи, спасибо. И уверен, что наша солнечная Ингушетия вас гостеприимно примет, и вы проведете здесь хорошее время. Спасибо. В борьбе против коррупции государство и общество должны вести совместную работу. Участники уверены, что такой механизм поможет более углубленно изучать и понимать вопросы коррупции. Могу сказать, что из всех преступных явлений нет, наверное, явления более разрушительного для общества, чем коррупция. И борьба с ней, она требует постоянного поиска каких-то новых решений, повышения квалификации. И поэтому желаю вам плодотворной работы на площадке нашей конференции и успехов в вашей трудовой деятельности. Участники конференции наглядно смогут изучить практику работы в каждом отдельном субъекте. В мероприятии принимают участие представители аппарата президента страны в Северокавказском федеральном округе. Помощник полпреда президента ВСКФО Наталья Стогова уверена, что в каждом регионе свои особенности борьбы с коррупцией. В рамках конференции она надеется услышать мнение каждого. Надеюсь, что живое обсуждение, различные мнения и подходы регионов помогут найти ответы на многие интересующие нас вопросы и организовать работу органов субъекта по профилактике на должном уровне. Спасибо большое за внимание. Если говорить о противодействии коррупции именно в кавказских регионах, то здесь приходится учитывать свои особенности и менталитет. Работать и применять законодательство здесь намного сложнее. Когда мы выявляем, допустим, при проведении определенных закупок, контрактная сфера, предоставление аффилированным юридическим лицам тех или иных заказов государственных, у нас сложности, закон говорит только близкие родственники, свойственники, а у нас практически все знакомые, друзья, и на законодательном уровне выявить это и привязать, сказать, что здесь аффилированное юридическое лицо, либо здесь имело быть конфликт интересов, сложно. Приходится применять определенные меры воздействия, но вместе с тем, учитывая нехватку кадрового состава, особенно в сельской местности, это вызывает определенные проблемы. Кроме того, появляются новые направления нашей деятельности, контроль за законностью поступления денежных средств, иные вопросы. Нам очень интересно узнать опыт наших коллег в этих сферах деятельности. Коррупция сегодня проявляется в самых разных сферах. Она подрывает авторитет закона, разрушает доверие к власти и способствует росту преступности. Согласно статистике, в стране в 2023 году количество осужденных по делам получения взятки возросло на 13%. Участники конференции отмечают, о таких проблемах нужно говорить чаще, ведь именно так общество и власть выражают свое недовольство в отношении этого пагубного явления. Вопросов по профилактике коррупции, по борьбе с коррупцией очень много. Законодательство очень динамично развивается. Поэтому с учетом нашей практики, практики наших коллег, сегодня имеется нужда, надобность по совершенствованию изменений законодательства. Поэтому по этим вопросам мы сегодня будем проходить и обсуждать, у кого какой опыт работы практический, с учетом судебной практики. Межрегиональная конференция продолжается. 25 октября участники встретятся с молодежью. Есть вопросы, которые требуют обсуждения. Важная часть таких конференций – общение, ведь такие диалоги помогают понять проблемы современного общества. Лина Цычоева, Султан Магушков, Магаз 24.